Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І зараз з намі на сувязі наш любимый эксперт, профессор, психолог Владимир Янчук. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день. Ну что ж, самые актуальныя навіны гэта ўсё ж таки пратэсты і тое, што адбываецца сёння ў Казахстане. Гэтыя пратэсты аднавілі даўнюю ўжо фактычна дыскусію наконт таго, што вот кветкавая, так бы мовіць, рэвалюцыя у Беларусі ў жніўні 2020 года, гэта ўсё смешна, што немагчыма перамагчы аўтарытарны рэжым з такой зброяй, як знятыя пантофлі перад тым, як стаць на лаву, і гэтак далей, гэтак далей. Ну што ж, зараз паспрабуем ва ўсім гэтай псіхалогіі пратэстаў разабрацца і параўнаць, тым больш, што, наколькі я ведаю, спадар Владимир добра ведае Казахстан, казахаў, ну і, магчыма, вот як псіхолог нават разбіраецца ў менталітэце і паводзінах гэтага народа. Я не памыляюся? Ну да, я вообще-то не один год работал и работаю приглашенным зарубежным профессором в ряде казахских университетов. И, конечно, вот эти процессы, которые так быстро пошли с начала года, ну, вызвали у меня такую, будем так, волну размышлений. Почему? Потому что, с моей точки зрения, Казахстан – это уникальный случай для постсоветского пространства. Ну, прежде всего, потому что Нурсултан Абишевич, с моей точки зрения, я имею в виду Назарбаева, один из грамотнейших постсоветских руководителей, который очень много инвестировал в развитие страны. И, в принципе, в отличие от всех постсоветских руководителей, не боявшихся инвестировать в науку, в образование огромные деньги, копируя в том числе опыт, допустим, Китая. Для постсоветского пространства уникальная программа 5000 студентов ежегодно из президентского фонда направлялись в лучшие вузы мира. И более того, допустим, выпускники Стэнфорда, Кембриджа и прочих вузов не являются редкостью для Казахстана. И когда вы приезжаете в университет, вы встречаете проректоров, блестяще говорящих на английском языке, опять-таки с очень хорошей базой, и многим-многим другим. Ну и более того, допустим, Казахстан являл из себя пример действительно многовекторной политики. Почему? Это и умелое, так сказать, выстраивание взаимоотношений с Китаем, с коим он соседствует. Дальше это очень комфортные и продуктивные взаимоотношения как с Европой, так и с Соединенными Штатами. И когда вы прилетаете в ту же Алматы, вы замечаете, что в аэропорту огромные Боинги с такими звучными названиями авиакомпаний, как КЛМ, как Люфтганза, как British Airways, битком набитые кем? Ведущими специалистами в области техники, науки и так далее, и так далее. И более того, допустим, с точки зрения, допустим, инвестирования в добывающую, правда, промышленность, там гораздо хуже обстоит дело с собственными идеями, собственными, допустим, производствами. Но с точки зрения, допустим, сборочных производств и так далее, ситуация очень сложная. Ну и одновременно, допустим, очень сильный контраст. Очень сильный контраст, очень сильное расслоение на бедных и богатых. И вот эти события, они были ожидаемы. В каком плане? Потому что на глазах тех же обычных казахов, но была неимоверная роскошь, которая, ну, бы так, белорусским олигархам даже и не снилась. И как раз я работал в Алматы, и в предгорьях, допустим, того же Медео вы могли наблюдать, ну, дворцы, ну, буквально ханские. И знать казахская, опять-таки, использовала вот это предгорье в качестве, ну, такого места для релакса. Поэтому для меня, допустим, это очень серьезный пример, что даже при таком, в общем-то, квалифицированном руководстве вот эта автократия, она обречена.
обречена. Она может быть относительно инерционно выживающей, она может создавать некие мифологемы по отношению, допустим, к ресурсному и прочим, так сказать, обеспечениям. Но все, в принципе, это строй, который обречен. Мне вот что цікава, калі параўноўваць менталітэт казахаў і беларусаў у стаўленні да аўтарытарных кіраўнікоў, да так званай моцнай рукі. Ну, шмат казалі пра тое, што беларусы жывуць паводле прынцыпу абы не было горш, мая хата з краю, а можа так і трэба, і гэтак далей. Ну і таму вот цярпелі тое, што адбывалася ў краіне, ну, прынамсі апошнія 30 гадоў. Казахі, маўляў, ну гэта ўвогуле усход, гэта азіяцкія традыцыі, гэтае ўсё хан, падчыненне хану і гэтак далей, гэтак далей. Ці ёсць падабенства ўсё ж таки паміж нашымі народамі у стаўленні да нейкай аўтакраты, аўтакратычнага кіраўніка? Ну, во-первых, у Казахстана есть восточная специфика, это страна многоклановая. И Казахстан не столь однороден, как Беларусь. И, допустим, вот события, которые происходят особенно интенсивно на юге, это один из показателей. Причем с точки зрения, допустим, вот такого вождизма нам многие вещи и не снились. Почему? Потому что, ну, будем говорить так, наш еще юный авторитарный автократ пока еще не дошел до чего? До спокойного реагирования на обращение к себе как в солнце. А я-то наблюдал эти вещи, допустим, когда высший руководитель приезжал в один из регионов Казахстана, там даже вот такие а-ля корейские, северокорейские вещи происходили. Яйценоскость у кур повышалась. Опять-таки удои повышались и многие нюансы, которые, ну, будем так, тиражировала пропаганда казахская. И я видел, так сказать, экзальтированных женщин, которые только при появлении вождя, ну, чуть ли не в обморок, чуть ли не в истерике падали. И когда вы заходите в какое-то учреждение, везде портреты, везде такие направляющие высказывания и прочее. Поэтому Казахстан это несколько другое. И одновременно, допустим, ведь процессы модернизации пошли достаточно давно. И вот эти программы, ну, будем говорить так, приобщения к мировой цивилизации тоже пошли достаточно давно. И выпускников ведущих западных вузов достаточно много. Но возвращаясь из Америки, из Японии, из Великобритании, они начинали сталкиваться с чем? С вот этим устоявшимся обществом, которое связано с чем? С чинопочитанием. Но я подчеркиваю, так как много соприкосновений у казахов с представителями вот этих, ну, я бы сказал так, более цивилизованных культур, идет, конечно, диффузия очень сильно. И они встречаются со специалистами, они встречаются с теми же выпускниками, и у них начинают возникать такие вопросы. Ну и более того, допустим, один из таких примеров, ведь зарплаты, ну, вот этим приглашенным специалистам, они в десятки раз выше, чем местным кадрам. Это тоже, опять-таки, создавало достаточно серьезные вопросы в сознании. Эти процессы-то идут не случайно. И когда видится вот такая разница, возникает довольно серьезный вопрос. Почему? Чем мы отличаемся от других? Почему у нас такие зарплаты не очень высокие? Другое дело, что зарплаты у них гораздо выше, чем у нас. Это касается системы образования. У нас вообще образование, это, ну, будем так, с точки зрения оплаты труда нищенское по сравнению с теми же казахами. Но одновременно вот такая дифференциация. Приезжий получает одно, а местный получает другое. Но при условии еще задавания вопросов. Почему? Потому что Казахстан, в отличие от Беларуси, это огромная, ресурсно обеспеченная страна. Там есть вся таблица Менделеева. Там есть твердые пшеницы. Есть много из чего, допустим, оно, в принципе, на душу населения, ведь Казахстан не очень большая страна по населенности,
она гораздо более ресурсообеспечена, чем Россия даже. Вот Россия кичится, а, собственно говоря, на душу населения у казахов богатств гораздо больше. Ну и у населения возникает вопрос, почему богатств природных столько много, а уровень жизни и качество жизни не такое выдающееся. Тем более у них связи-то с Востоком сильно. Они могут позволить себе съездить, слетать в Дубай, слетать еще в другие страны и задают себе вопросы, почему уровень жизни тех же ближневосточных стран, населения ближних восточных стран, гораздо выше, чем у нас. И вот эти вопросы создают, конечно, критическую массу таких взрывоопасных каламбуров в сознании тех же казахов. Я вярнуся да пачатку нашай размовы, дакладней да тых словаў, якія я сказаў, пра дыскусію, што вот беларусы, як там пишуць, образнымі такімі словамі фукалі свой шанец у жніўні 20-го года, калі ўзялі ў руки кветачкі, а вось, маўляў, казахі узялі ў руки арматуру. І я тут вот, можа быць, псіхалагічнае пытанне, наколькі казахи ўсё ж таки больш готовыя за беларусаў, што ли, ці што, ці можа ввогуле скажаце, чаму вот так вот здарылася, што яны рэзка вырашылі пайсці на, ну, я не ведаю, там такое больш сілавое супрацьстаянне. Чыя тактыка ў гэтых сітуацыях вам ввогуле больш, ну, я не ведаю, блізкая? Знаете, тут вопрос не столь однозначен, и я как раз вот не соглашусь с вами, что, ну, белорусов такая уж культура забитая и то, и прочее, что она не способна к каким-то радикальным действиям. Она, безусловно, допустим, в силу очень серьезных контактов с той же Польшей, с той же, допустим, с тем же дальним и ближним зарубежьем, но была в том состоянии вот этого нереалистического оптимизма, о котором я говорил, что все процессы могут пройти легко и быстро. И поэтому, допустим, была такая иллюзия, что власть, она спокойно передаст свои ресурсы вот этим, ну, будем так, невооруженным людям. И, в принципе, так сказать, все мирно разрешится. Правда, тут было забыто, что вообще-то власть не собирается никуда уходить, и власть после 2010 года вообще-то очень серьезно готовилась к подобного рода рецидивам. Вот здесь можно провести некую аналогию с Казахстаном. Почему? Потому что ведь вот волнение для Казахстана не новы. И жесткое подавление в гораздо более жестких формах, чем те, которые имели место в Беларуси, для казахов тоже не новы. И Нурсултан Абишевич при всем своем демократизме подавлял очень серьезно, допустим, вот эти забастовочные процессы у нефтяников и не гнушался, допустим, в выборе средств. В том числе, допустим, он очень жестко подавлял вот эти националистические тенденции, когда осознал, что специалисты уезжают, в том числе русскоязычные, и так далее, и так далее. И если вы думаете, что все там очень просто, вы глубоко заблуждаетесь. Почему? Потому что полиция вооружена, спецслужбы на очень высоком уровне, и подготовка вот к такого рода рецидивам достаточно большая. Но другое дело, что, допустим, вот такое культурное своеобразие восточных стран заключается в чем? Очень много родственных связей, очень сильна клановость. И, допустим, вот это возникновение, допустим, вот этой иррадиации, в том числе протестных движений, для восточных культур достаточно характерно. Поэтому эти процессы достаточно ожидаемые. И, допустим, когда есть критическая масса возражений, то взрыв, он очень серьезен. Но я, в принципе, не думаю, что, допустим, вот эта взрывоопасная ситуация пойдет быстро в Казахстане. На мой взгляд, серьезными экспертами, которые серьезно занимаются Востоком, причем ведь Казахстан специфичен еще и в чем. Это не религиозное государство, там нет религиозного фундаментализма, хотя он уже начинает появляться. И мечети для Казахстана, по крайней мере, Южного Казахстана, это не новость.
достаточно большое количество университетов такого восточного толка, и, безусловно, допустим, вот эти процессы идут. Но, в принципе, допустим, нельзя говорить, что казахи религиозные фанатики и прочее, прочее, прочее. Поэтому, взрыв, да, довели, дошло. И, может быть, еще один из таких очень серьезных триггеров – это или би-аутократия. Это вот, кстати, для нас очень серьезный пример. Почему? Потому что вот эти процессы, связанные с реформированием, в том числе Конституции, они во многом базировались на примере Казахстана. Так и передача власти, создание вот этого теневого, допустим, владыки и так далее, они тешили нашу власть иллюзиями, что процесс может пройти достаточно легко. А вот здесь казахский пример показывает очень серьезную вещь, связанные камуфляжные формы, в том числе с теневым управлением, они приводят к противоположному эффекту. И если вы заметили по решениям, которые принимались сейчас, практически Нурсултан Абишевич лишен всех вот этих дублирующих, прибирать очень серьезно и руководство в партии, и руководство в Совете национальной безопасности, и руководство во всех других таких структурах, имеющих, будем говорить так, вот такую управленческую функцию. Еще один момент, на который я обратил бы внимание, здесь уже сходство меньше с Белоруссией, а больше с Россией. Ведь Такаев был назначен руководителем партии типа «Единой России». Но эта главенствующая партия показала полное свое бессилие, и в том числе отрыв от народа и невладение вот этой ситуацией. Поэтому еще один такой серьезный урок о том, что партии нужны не вот эти искусственные, а вообще-то люди должны обладать свободой выбора, в том числе в ориентации. И вот эта конкуренция, в том числе подходов, она является механизмом выживания общества. Если этого нет, рано или поздно сбои начинаются. Еще один урок. Урок в том числе для нашей власти. Сколь бы веревочка не вилась, а конец все равно будет. И опять-таки взросление все равно придет. И когда вы становитесь, будем говорить так, не очень молодым и немощным, вот этот вопрос выживания, он становится для вас экзистенциальным вопросом. А единственный механизм неудержания вот такими силовыми или камуфляжными формами, а вообще-то приобщение к мировому опыту, смены руководства. Так, смена руководства и вопрос передачи не вот этой искусственной власти, а передачи естественным образом. И вот здесь мы должны еще пройти вот эту достаточно большую дорогу понимания того, что сегодня ты готовишь свое завтра. Если ты живешь по человеческим принципам, тебе уходить не страшно. Ты можешь лекции читать, как Обама, так? Ты можешь ездить по миру, и у тебя есть гарантированные вещи. Если ты этого не делаешь, то у тебя возникает вот это состояние страха за что? За свое будущее. За то, что ты наделал раньше. 3500 гледачоў у нас зараз у дадзены момант, і я нагадываю тым, што лепей подпісацца на наш канал, каб своечасова атрымаць стрымы, якія у нас заўсёды цікавыя. Ну а зараз я буду задаваць больш, можа быць, крывавыя пытанні ў звязку з апошнімі падзеямі, і папрашу адказаць іх спадара Владимира, і пачуюць адказы толькі тыя, хто падпісаны на наш канал. Папярэджваю вас адразу. Спадар Владимир, скажите, ласка, вот все ж таки шмат казалі про тое на пачатку беларускіх пратэстаў і на пачатку казахскіх пратэстаў, што сілавікі, можа быць, не вельмі хочуць страляць у сваіх суграмадзян, асабліва у невялікіх мястэчках, калі ідуць пратэсты. Маўляў, там жа ўсе адзін аднаго ведаюць, як яны могуць на суседа, там, на сваяка, там, ці яшчэ каго-небудзь, а тым больш у Казахстане, як вы самі сказали, кланавасць такая. Але як показалі падзеі потым беларускія, вельмі спакойна яны і суседа у морду і за краты, вельмі спакойна яны і страляюць, вельмі спакойна і ў Казахстане, як паказваюць вось сённяшнія падзеі.
калі раптам нечакана здавалася разгубленыя сілавікі Казахстана до гэтага часу вырашылі, што не, мы не разгубленыя, нам тут далі загад жорстка рэагаваць і спакойна страляюць у сваіх суграмадзянаў. Гэта, ну, я не ведаю, ўсё ж таки чалавек, людзі ў пагонах, яны мусяць неяк загад выконваць, і ці спрацоўвае вось гэтае, я не ведаю, то, што гэта наши там суседзі, нейкія там свае людзі, аднавяскоўцы у гэтай сітуацыі, можна пра гэтага разважаць? Ну, знаете, тоже вопрос ведь непростой. Почему? Потому что уроки прошлого, они приводят к очень серьезной работе с этими представителями силовых структур. И с точки зрения такой идеологической накачки, там, безусловно, допустим, эта работа приносит свои результаты. И вот на примере Казахстана, допустим, тут сложно говорить. Почему? Потому что ведь родственные связи там гораздо более сильнее. Если белорусы все-таки они автономны, они индивидуалистичны, то вот эта клановая поддержка, она в Казахстане очень серьезная, и поэтому, допустим, на первых порах все-таки рецидивы, но некого соединения представителей силовых структур с народом, они имели место. Другое дело, что они были подавлены за счет чего? За счет привлечения уже таких, ну, будем так, очень серьезных спецподразделений. И, в принципе, допустим, насколько я понимаю, власти Казахстана долго осторожничали при привлечении вот этих спецподразделений. Но когда они почувствовали, что, допустим, почва уходит из-под ног, они ведь и в ОДКБ обратились и подключили свои спецподразделения, а спецподразделения Казахстана, ой-ой-ой, и это вот не сейчас, а опыты предшествующих лет, они ни перед чем не останавливаются. И здесь, допустим, сложность в том числе связана с чем, допустим, и западное общество ведь на Казахстан, и то, что происходило в Казахстане, ну, еще 10 лет назад, допустим, реагировало достаточно спокойно. А трансформация, допустим, человека из силовых структур в некого, ну, будем говорить так, вне связевого и вне родственного субъекта, она, увы, имеет место. И этот человек, допустим, принимает решения и не сожалеет об этих решениях. Другое дело, что, допустим, вот на этой чистке направлено оставить вот таких, для которых морального выбора нет. Правда, этот человек потом столкнется с моральным выбором, и, будем говорить так, он придет к осознанию того, что вообще за грехи платить надо. Но к этому придут все. Далей, вось сітуацыя узгаданая вами з прыходам у Казахстан войскаў АДКБ. Ну, ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што такога, вот як вы адзначылі, ну, нацыяналізма у нейкім шырокім і вострым праяўленні ў Казахстане няма, але тым не менш, як казахі адрэагуюць, на ваш погляд, на тое, што лица славянскай нацыянальнасці прыйдуць наводзіць там парадак. Я зараз найперш пра расіянаў і беларусаў кажу. Якое будзе стаўленне і якія пагрозы ў будучым для адносінаў паміж нашымі народамі гэта можа мець? Плохо отреагируют, очень плохо. И когда Россия принимала это решение, ну, собственно говоря, для России это ведь и характерно, наплевательское отношение к своему собственному авторитету, и в том числе к русскоязычному населению, которое проживает в Казахстане. И ведь всплески национализма в Казахстане были, и отъезды русскоязычных специалистов были тоже очень серьезные. И не случайно, допустим, тоже Назарбаев принимал специальные решения по борьбе с национализмом. И более того, допустим, после реализации этих решений, причем шел на очень жесткие меры. И лица, способствовавшие, допустим, росту националистических тенденций, были подвергнуты очень серьезному прилюдному наказанию. И тогда русскоязычные специалисты начали возвращаться назад. Почему? Потому что в том числе, допустим, такая мифологема, которая присутствует в сознании, в том числе нашей власти, что, допустим, специалисты – это вообще ничто.
И, в принципе, мы городского заменим на местечкового. И что это, опять-таки, не проблема, кадров у нас больше, чем хватает. Вот как раз опыт Казахстана показал, что кадров квалифицированных очень не хватает. И что этими кадрами вообще-то дорожить надо. Ну и одновременно, допустим, вот это осознание, оно привело к чему? К резкому изменению такой внутренней политики. Ну а сейчас, допустим, и в частности я обратил бы ваше внимание еще на один момент. Вот почему начались вот эти возвратные процессы русскоязычного населения назад в Казахстан. А когда они начали перемещаться в Россию, они начали осознавать, что они там вообще не нужны. И они там все равно остаются не своими, не востребованными, и к ним относятся как к казахам. И эти люди оказались вообще между этими и этими. И с одной стороны Россия декларирует, что она вот так заботится о русском мире, о русскоязычном населении, но это только декларация, не более. Оно и к своим гражданам относится точно так же, допустим, на уровне декларации, да, а на уровне, допустим, поддержки никак. И, безусловно, отвечая на ваш вопрос, я говорю, что это приведет к еще более серьезному обострению, допустим, вот этих моментов. Почему? Потому что, в принципе, вот когда приглушатся какие-то процессы, начнут искаться виновники. А сразу же идет вот такая своеобразная поляризация на наших и не наших, и не исключено вот к этой категории не наших начнут относиться, допустим, некоторые люди из русскоязычного, допустим, населения. Поэтому это безответственное решение. Другое дело, что я понимаю, что, скорее всего, это УДКБ будет выполнять такую декларативную функцию, и ни в чем оно участвовать не будет. То есть подразделения будут стоять, по идее, охраняя какие-то объекты инфраструктуры, но во внутренние процессы они вмешиваться не будут. Но, как говорится, факт есть. И поэтому, с моей точки зрения, это не очень умное решение. Тым не менш, уявім сабе сітуацыю, што казахі ўспрымуць гэта, ну, скажем так, не вельмі добра, што тым больш, што, як паказвае сітуацыя, зброя у іх ёсць на руках. І калі раптам пачнецца нейкі супраціў узброены і ў Беларусь па выніку прыйдзе нейкая колькасць там груза 200. Рэакцыя беларускага грамадства. Ну, знаете, реакция, во-первых, белорусская общественность не узнает об этом, так, о грузах, оно будет только по сетям идти. Но я все-таки глубоко уверен, что до этого не дойдет. И что части ОДКБ, они не будут принимать никакого участия. Это мы сейчас скорее спекулируем на тему. А с моей точки зрения, вот, по крайней мере, динамика сегодняшнего дня говорит о чем? Что, в принципе, ситуацию удалось стабилизировать, и, в принципе, власть пошла на огромное количество уступок. Ну и пусть они ограничились 180 днями, но, в принципе, для власти, казахская власть в этом плане гораздо более реактивна на происходящие процессы, она меры будет принимать. И я надеюсь на то, что Такаев – это человек грамотный вообще-то, это дипломат такой, причем дипломат не от Сахи, а имеющий хорошую квалификацию, он все-таки придет к выводу о том, что вообще-то с народом разговаривать надо. Это вот одна из проблем, допустим, связанная с чем, что, допустим, вот это капсулирование власти от народа приводит к таким издержкам. И если нет диалога с народом, если этот диалог носит только вот такой, знаете, чисто прагматический характер, поговорить перед выборами, пообещать еще что-то, рецидивы неизбежны. И я надеюсь, и в принципе я глубоко уверен, что советники у Такаева достаточно квалифицированы, имеющие очень хорошее образование, они ему подскажут, что разговаривать надо, и коллективные решения принимать надо. И в принципе, хочется или не хочется, от автократии избавляться придется.
Ну да, толькі відаць доўгі і дастаткова складаны гэты шлях. Вось нам зараз паведамляюць пра тое, што напрыклад у Кыргызстане у дадзены момант пачаліся пратэсты супраць АДКБ Кыргызстан, дзе Кыргызстан, а дзе Казахстан. Ну, в прынцыпе, недалёка, але тым не менш. Ці не паўплывае вот гэтая ўся сітуацыя ў Казахстане на сітуацыю ва ўсім тым регионе? Ну, вне всякого повлияет. И, знаете, тут можно по-разному относиться. Но Киргизия тоже страна очень непростая. И там тоже кланы. И вообще смена власти там тоже происходит. Но я обратил бы ваше внимание, что вообще-то в Киргизии, вот мы так часто критически относимся, но в Киргизии вообще-то выборы проходят демократически. И вообще-то голоса считаются очень серьезно. И даже мы приводим вот такой пример Абхазии, как страны, допустим, ну такой, ну вроде изгоя, вроде бы и страны такой нет. Но вообще-то там элементы демократии присутствуют очень серьезно, и там и многопартийность есть. И вообще-то люди договариваются, и вообще-то они держат власть в напряжении, они вообще-то вопросы задают. Очень серьезные. И это как раз урок вот этим автократам о том, что хочется вам или не хочется, а договариваться с людьми придется. И придется вырабатывать совместные решения, находить компромиссы. И если вы не будете договариваться со своим собственным народом, вот так удерживать чисто силовыми методами ситуацию, можно не очень долго. И, допустим, вот этот опыт того же Казахстана, он вольно или невольно начнет, ну, в том числе анализироваться и в сознании, допустим, вот этого, как вы говорите, так сказать, малоподвижного белоруса. Потому что это все копилка достижений постсоветских стран, и люди учатся. Это уроки, не проходящие бесследно. Яшчэ раз нагадываю ўсім нашим гледачам, што варта подпісацца на канал Еўрарадыё Лайв, каб не пропусціць наступны эфир с Владимиром Янчуком, які часты і любімы наш гость. Спадар Владимир, я ведаю, што вы добра ведаеце ўсё ж таки псіхалогію беларускай улады. На ваш погляд, якія высновы з казахскіх падзеяў будуць зробленыя беларускім рэжымам? Ну, мне в силу, опять-таки, ну что ли, психологической моей ментальности, хочется верить, что этот пример не пройдет бесследно и будет иметь позитивные последствия. Но стратегии здесь две. Одна стратегия – продолжение линии на ужесточение. Дальше отказ от ВНС и сокращение полномочий ВНС, упование на силу и прочее, прочее. Но с моей точки зрения это будет крайне ошибочная стратегия, которая приведет к очень серьезным последствиям. И вот это упование, допустим, на то, что вот в Казахстане есть вот такое абсолютное решение проблемы за счет создания каких-то искусственных структур, которые дадут некую возможность гарантированного транзита власти, они показали свою ограниченность. А вторая схема, вот все-таки оптимистическая, я все-таки надеюсь, что наконец до вот этих людей, принимающих решения, дойдет необходимость обращения к людям. И начало не вот этого псевдо-эрзац-диалога, а вообще-то диалога с теми людьми, которые куют вот это, будем говорить так, существо белорусской нации. Разговаривать надо. Вообще-то вырабатывать решения надо. Вообще-то слышать надо, слушать надо, а не создавать вот эти виртуальные организации и не создавать вот это капсулированное пространство, которое никоим образом не связано с чем? С тем самым народом, который достается только вот в те какие-то промежутки для виртуального подтверждения каких-то вот этих решений. Поэтому, с моей точки зрения, вот здесь все-таки, ну, я подчеркиваю, я все-таки глубоко уверен, что единственное, что, допустим, временная, может быть, составляющая, но достаточно длительная, мы придем к очевидным вещам,
что общество – это люди, живущие в этой стране. И ко всем людям, живущим в этой стране, надо относиться уважительно, как к людям умным, а не как объектам манипуляции, которым можно дурить голову. И вообще-то со всеми надо договариваться. И вообще, с моей точки зрения, по моему глубокому убеждению, вообще задача государства, задача власти – создавать условия для творчества вот этих людей, а не ограничивать, не загонять в какие-то, допустим, кабальные, напоминающие либо кладбище, или тюрьму условия. Я неоднократно говорил, что человек под санкциями, он никогда работать не будет. Человек под дулом автомата, он будет вот тем самым рабом, который думает не о том, как создать что-то, а как увернуться от дула или от хлыста. А если вам хочется, чтобы страна действительно процветала, вообще-то надо создавать условия для привлечения вот этих всех людей, живущих в этом пространстве. Ибо государство – это не автократ, сидящий наверху, а государство – это вот те самые люди, которые объединяются и делегируют свои свободы вот этим людям, принимающим решения, с точки зрения для чего? Для того, чтобы вот эти общие интересы были реализованы в наиболее оптимальной форме. Ну, гэта... Я думаю, что мы все-таки дойдем до этого. Так, я таксама вельмі на это спадзяюся, але ці дойдзе гэта да Лукашэнкі? А знаете, вот, допустим, пример Казахстана в этом плане хорош. Это еще одна такая отрезвляющая плюха. Это вот как раз такой очень серьезный факт, который покажет, что верить вот в эти искусственные создания и верить в некие абсолютные решения бессмысленно. Есть, допустим, такой цивилизационный путь. Вообще-то к людям обращаться. А если совершено нечто, вообще-то голову пеплом посыпать и вообще покаяться. И вообще-то разговаривать надо. Ну, зараз спадар Владимир ўсё ж таки гаварыў пра людзей, якія здольныя асэнсаваць, думаць і как бы пасыпаць галаву пеплам, але что-то ў мяне вялікія сумневы, што это тычыцца аднаго таго чалавека, якога мы зараз узгадывали, на жаль. Доходит, не волнуйтесь, и до человека доходит. И, в принципе, допустим, ведь этот человек не живет в вакууме. Вообще-то рядом с этим человеком, надеюсь, находятся люди, которые, в принципе, понимают, что, допустим, вот эта стратегия, которая избрана сейчас, она тупиковая. И чем больше она будет реализовываться, чем дольше она будет реализовываться, тем к большим издержкам она приведет. И я надеюсь, что 2022 год в этом плане будет годом таким показательным. Почему? Сбои начнутся. И вот в этом плане вот такая знаковая вещь. Сбой произошел в Казахстане. Сбой показательный. Причем я подчеркиваю, допустим, казахи готовились к этому. Казахи готовились гораздо более грамотно. И казахи, тем не менее, не смогли решить вот эти проблемы такими вот виртуальными способами. Дякую вялікім. Ну што ж, жыццё рассудзіць. Будзем спадзявацца, што правы акажацца спадар Владимир. Хотя поглядим. Дякую вялікім. Владимир, вы, Фома, неверующий. Я веру, але вот, ну, как-то вот с апошнім часам и назираючы за падзеямі ў Беларусі, вера моя не мацнее, а наадварот больше становится такой близкой до рэчаіснасці. И хочется сейчас и сразу. А с моей точки зрения, вот, допустим, вот эти изменения, они не происходят сейчас и сразу. И все, что не делается, все к лучшему. Это вот осознание. Это, опять-таки, освобождение, в том числе, от многих иллюзий. И тем самым, вот, знакомясь с этими, допустим, рецидивами, а я подчеркиваю, допустим, Казахстан был последним примером возможности вот такого рода искусственных решений. Последнего примера нет. Дякуй. Ну што ж, паглядзім, якія высновы будуць зробленыя. Дякуй вялікім. Владимир Янчук, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце нас, подписывайтесь на наш YouTube канал.